Правда ли, что лошадь впервые была приручена в Казахстане? Где настоящие истоки кочевой культуры и что нам может сказать наука? Можно ли увидеть собственными глазами те просторы, посреди которых зарождался дух номадов? Все ответы в нашем сегодняшнем туристическом расследовании прямиком из степей Северного Казахстана. История Казахстана неразрывно связана с кочевой культурой. Конь для номада не только домашнее животное, но и главный элемент жизни – верный спутник и помощник. И догадки о том, что лошадь была впервые одомашнена в наших степях, подтвердились здесь, на раскопках батайской культуры, что в Северо-Казахстанской области. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Археологический памятник Ботай относится к эпохе неолита. Он был открыт в 1980 году. А началось все с того, что знаменитый северо-казахстанский археолог Виктор Зайберт отправил двух молодых лаборантов изучить высокий берег реки Иман-Бурлук. К своему наставнику студенты вернулись, держа в руках кепку. В ней артефакты из прошлого. Керамические осколки, остатки древних изделий, лошадиные кости. Руководителю стало понятно – нужно копать. Вот она, главная находка археологов – глиняные черепки со следами кумыса. Неужели это означает, что именно здесь конь впервые потерял свою свободу? Дальнейшие находки доказали, что это так. Было обнаружено множество лошадиных костей, примитивных элементов сбруи. Батайцы все-таки приручили лошадь. Первое и самое главное – Казахстан получил истоки своей истории. До открытия поселения Батай историки, археологи думали, где же истоки казахской культуры, казахской нации, казахского народа и казахской земли. И это было сделано с началом открытия поселения Батай. Когда мы поняли, что это памятник международного уровня, я сразу создал экспедицию международную, комплексную. И сегодня в ней работает более 30 специалистов только дальнего зарубежья. Эти специалисты разрабатывают технологии на уровне современных нанотехнологий по анализу артефактов культурного слоя и показывают историю этих артефактов и разнообразят картину исторического мира, вот начиная с Батая. Первым делом ученые решили провести реконструкцию жилищ батайцев. Округлые землянки строились из костей животных и глины. Сверху покрывались шкурами и дерном. Уникальность подобных строений была в том, что летом здесь было прохладно, а зимой их согревал очаг. Высота подобных строений могла составлять 3 метра. И вот когда реконструкция была завершена, ученые признали – здесь можно жить. Задача этого жилища состоит в том, чтобы создать нам представление, собирательный образ батайского жилища. Почему? Потому что все годы, особенно последние годы, в результате нашего сотрудничества с зарубежными специалистами, мы выявили особенности, которые заставили нас подумать и предложить варианты внутренней обстановки. Почему? Дело в том, что полуземляночные жилища, они отрицательны тем, что от земли идет сильный холод. И нам известно, что древние болели очень часто в основном туберкулезом костей, туберкулезом легким и венерическими заболеваниями. И когда мы обнаружили в культурных слоях в результате химико-физических анализов остатки плетней,
и на полу, и в культурном слое, мы поняли, что батайцы занимались утеплением своего интерьера. Отсюда в историю вошла традиция широкого использования плетня. И сегодня даже в соседних селах мы можем найти плетеную юрту, плетеные шашала, плетеные конструкции. И, конечно, это не только эврика наша, но и результаты научных исследований. И мы теперь сделали жилище, чтобы представить в этом жилище все батайские открытия. Жилища ботайцев практически примыкали друг к другу, образовывая поселение. К слову, на севере Казахстана были обнаружены и другие стоянки подобного типа. Причем расстояние между ними составляет в среднем 100 километров. А это как раз то пространство, которое необходимо для жизненного цикла табуна лошадей. Помимо коневодства, батайцы занимались охотой и рыбалкой. Умели они создавать и орудия труда. При их обработке использовались инструменты, изготовленные из лошадиных костей. Интересны религиозные воззрения батайцев. Находки такого рода очень удивили ученых. Судя по ним, батайцы были способны на уникальные медицинские операции. Об этом говорит экспонат, найденный на Ботае и хранящийся сейчас в Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее. Одна из уникальнейших находок Ботая – череп с 2 отверстиями в затылочной части. Исследования показали, что сделаны они примитивным керамическим инструментом, но с удивительной даже для сегодняшних времен точностью. Мозг при операции не пострадал, и человек прожил с отверстиями еще 17 лет. Скорее всего, он был шаманом племени и путем воздействия на открытый мозг достигал состояния транса. Еще один интересный атрибут жизни древних людей – ямы для консервирования продуктов. Вырывалась неглубокая ямка, в нее складывалось мясо лошадей, сверху засыпался торф, все это накрывалось шкурами, разводился костер. После того, как воздух покидал яму, мясо хранилось практически в вакуумной упаковке. Вот такой вот лайфхак из прошлого. Поселение Батай относится к эпохе энеолита и датируется 4-м тысячелетием до нашей эры. Именно в этот период человечество начало переход от каменных орудий к бронзе, от матриархата к патриархату, а в степях Казахстана еще и от оседлой жизни к жизни кочевой. А чтобы в спокойной обстановке познакомиться с артефактами прошлого, посмотреть на реконструированные жилища, можно добраться до национального парка Бурабай. Благо, это совсем недалеко. Именно там, летом 2018 года, создали визит-центр исторического музея Ботай. Открывал его министр информации и коммуникации Республики Казахстан Даурен Абаев. И теперь каждый житель Казахстана, каждый гость нашей республики может посетить Ботай как музей под открытым небом. История человечества помнит множество поворотных моментов: изобретение письменности, открытие секретов производства бронзы и, конечно, приручение лошади. Один из важнейших и ключевых факторов для развития всего человечества на многие поколения вперед. Ботай – земля загадок и сенсаций, открытая для туристов всего мира. Добро пожаловать на родину коневодства!